В эфире выпуск новостей, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Реализация крупномасштабных федеральных программ. Региональные власти отчитались о проделанной работе по итогам прошлого года. Субсидии не поквартально, а ежемесячно. В республике развивается предпринимательство в сфере социального обслуживания. В связи с санкциями никаких колебаний нет. Якутская птицефабрика на сегодняшний день работает в штатном режиме. В Верхнеколымском районе опрокинулся КАМАЗ. Сегодня, 10 марта, в Верхнеколымскую инспекцию государственного экологического надзора поступила информация о том, что вблизи участка Сипикине на границе со Среднеколымским районом опрокинулся большегруз КАМАЗ, который предположительно перевозил автомасла. На место происшествия совместно с сотрудниками ГИБДД и МВД района незамедлительно выехал госинспектор. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. 7 марта в соцсети Алекминского района было выложено видео и фото опрокинутого спецтранспорта. В сопровождающем тексте было обращение к общественности от бригадира оленеводческой общины, что разлив, возможно, нефтепродуктов на реку Тока. Отреагировав на сигнал, в администрации Алекминского района было собрано заседание КЧС, где присутствовал глава Тяньского наслега. Обсудив ситуацию, решено отправить на место происшествия комиссию, в составе которой будут также и контролирующие органы. Уже на месте будут определено, нанесен ли ущерб, если да, то в каком размере. Произошло схождение с дороги транспортного средства, авария. Для выявления подтверждающих фактов, осуществления замеров и выявления угрозы, наличия угрозы для окружающей среды и размера ущербов, вчера у нас подведено итоговое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где определен состав рабочей группы для выезда на место и определения достоверности факта данного происшествия и осуществления всех оперативных действий со стороны надзорных и контрольных органов. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике было выявлено 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 89 случаев, в Мирнинском районе 53, в Мегино-Кангаласском 42, в Вилюйском 40, в Алданском 39. Еще в 29 районах зафиксировали от 26 до 1 заболевшего. К другим темам. Региональные власти отчитались о проделанной работе по итогам прошлого года по развитию территории города Якутска. Так, в столице региона были реализованы крупномасштабные федеральные программы. Можно отметить реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой в нормативное состояние было приведено более 48 километров автомобильных дорог. Также в Якутске продолжается реализация нацпроектов «Демография» и «Образование», благодаря которым решается вопрос нехватки школы и детских садов. Строятся и другие социальные объекты. В целом на реализацию нацпроектов было направлено более 6 миллиардов рублей. Помимо этого, в столице региона идет большая работа как по газификации частных домов, так и по расширению сети интернета и системы связи. Благодаря упорной работе регионального министерства инноваций на территории Новопортовского района были обновлены существующие базовые станции сотовых вышек. По каждому вопросу максимально постарались ответить сразу то, что у нас есть ответ, на который не было ответа, мы взяли в проработку в протокол. То есть мы этот протокол сведем, мы ежегодно, допустим, по прошлому году у нас исполнение больше 30%, где-то порядка 70% исполненных вопросов. Поэтому я считаю, что отчет прошел хорошо. Вопросы принимались также через портал OneClick Якутия. Велся прямой эфир на Ютубе. В принципе, я думаю, что город Якутск, так как правительство находится в городе, я думаю, что в рабочем порядке, в принципе, не только во время отчета можно обращаться через нашу платформу обратной связи, через OneClick. Мы все вопросы отрабатываем.
Порядка 470 семей установили пожарные завещатели с начала 2022 года в Якутии. Автономные дымовые пожарные завещатели в своих домах и квартирах в рамках акции «Предупреди пожар, установи АДПИ» установили 469 семей республики с начала текущего года. Акция направлена на предупреждение возникновения пожаров в жилых домах, была запущена в 2021 году. В этом году работа проводится в рамках проекта «22 лучшие инициативы 2022 года». Посвящена столетию образования Якутской ССР, десятилетию создания Госкома БЖ и 205-летию пожарной охраны республики. С момента запуска акции приборы появились почти у 1500 многодетных семей, одиноких пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. В республике развивается предпринимательство в сфере социального обслуживания. Сейчас в республиканском реестре учитывается 20 негосударственных поставщиков, и из них 8 пансионатов предоставляют услуги одиноким пожилым людям и инвалидам. В частных социальных домах проживает более 270 человек. Для поддержки работы социального предпринимательства предусматривается финансирование из республиканского бюджета. Выделяется субсидия за количество оказанных услуг. Эту сумму частные пансионаты ранее получали поквартально, а с этого года она выплачивается ежемесячно. Когда в 2016 году мы начинали поддержку негосударственных интернатов, мы выплачивали им субсидию, например, в 2018 году порядка 40 миллионов рублей, то в прошлом году, в 2021, мы выплатили уже 98 миллионов 515 тысяч рублей. То есть сумма увеличилась более чем в 2 раза. И такая поддержка в дальнейшем будет, потому что позиция министерства в том, чтобы услуги предоставляли не только государственные интернаты, но и была поддержка негосударственных поставщиков. Это в первую очередь рабочие места, во-вторых, уплата налогов, ну и в-третьих, поддержка малого и среднего бизнеса. Запрос на специалистов по нефтегазовому делу очень высокий. По направлению нефтегазовое дело в Политехническом институте СВФУ в городе Мирном в новом учебном году примут 32 студента-первокурсника. Выпускники направления трудоустраиваются в крупные промышленные предприятия страны на высокооплачиваемые позиции. Отмечается, что специалисты нефтегазового дела в последние годы начинают пользоваться большим спросом в республике благодаря присутствию крупных промышленных предприятий, в том числе госкорпораций «Роснефть». Для того, чтобы поступить на профили по нефтегазовому делу, абитуриенты должны предоставить результаты ЕГЭ по математике и русскому языку, а также по одному из выбранных предметов – физики или информатики и ИКТ. Поступающие на базе СПО проходят специальное тестирование, подготовленное самим институтом. Республиканские мероприятия, посвященные Дню коневода-табунщика, пройдут в этом году 21-22 марта в Нюрбинском Улусе. В первый день мероприятия состоится открытие учебного центра подготовки, обучения и повышения квалификации кадров по табунному коневодству в селе Чапанда. Также в рамках мероприятия состоится совещание по вопросам развития табунного коневодства в республике. Гостей праздника ждут выставка-ярмарка сельхозпродукции, изделий из конского меха и конской утвари, выставка-продажа племенных лошадей. Во второй день состоятся командные конные скачки среди лошадей якутской породы и поместей, а также традиционные соревнования коневодов-табунщиков в селе Антоновка. С полувековой историей якутская птицефабрика на сегодняшний день работает в штатном режиме. В связи с санкциями никаких колебаний нет. Об этом сегодня сообщило руководство самой птицефабрики. Ежедневно 300 тысяч птиц обеспечивают население более 200 тысяч яиц, а также мясной продукции. Сегодня в стране, в нашей республике, уделяется особое внимание развитию отрасли промышленного птицеводства. Несмотря на достаточно сложные экономические ситуации, возникающие в результате 8-летних санкций со стороны западных стран, птицеводство якутской птицефабрики достигло значительных успехов и сегодня демонстрирует устойчивый рост показателей. К примеру, за прошлый год якутская птицефабрика после технической модернизации смогла продать более 83 миллионов яиц населению, что показало абсолютный рекорд за последние 20 лет. Кроме того, доставляет кур и несушек в другие районы республики. Птицефабрика обеспечивает суточными цыплятами другие птицефабрики республики. 4 марта мы поставили первую партию суточных цыплят для Нерюнгринской птицефабрики яичного направления. Также 11 марта вторую партию отпустим суточных цыплят, 30 тысяч штук. И 29 марта мы поставим суточных цыплят для Мирнинской птицефабрики.
Межведомственная республиканская конкурсная комиссия проекта «Родные города и села» рассмотрела заявки от муниципальных образований на участие в программе поддержки местных инициатив в 2022 году. Всего было подано 459 заявок от 367 муниципальных образований. Прошли отбор 332 общественно значимых проекта. В число победителей вошли 9 заявок поселения Абыйского улуса и 5 заявок поселка Белая гора. На программу выделено 500 миллионов рублей. По условиям программы завершить реализацию выбранных проектов муниципальные образования должны в течение года. Российская государственная библиотека имени Ленина бережно хранит и редкие печатные издания, и книжные экземпляры наших дней. Сколько якутских книг хранится в именитой Ленинке, как якутяне могут посетить главную библиотеку страны, не выходя из дома. Айсена Бурнашова увидела самые первые якутские книги, поступившие в фонды еще в XIX веке, и узнала, как работает библиотека для онлайн-пользователей. Это титульный лист и часослов «Псалтырь» на якутском языке. Часослов и псалтырь, литургия святого Иоанна Златоуста, а еще якутско-русский букварь – одни из первых якутских книг, поступивших в Российскую государственную библиотеку. Все в отличном состоянии дошли до нас, читателей, в полной сохранности, хоть и были изданы почти 2 столетия назад. Это точно дифтонг, и это дифтонг «дж». Их в 1858 году с церковнославянского на якутский язык перевел и издал протоиерей Дмитрий Хитров. Несколько лет он жил в Якутии. Тексты молитв, церковные песнопения, культурные и исторические связи. Благодаря этим книгам можно не просто прикоснуться к истории, но и узнать, как развивался якутский язык. Например, какие слова были в обиходе столетия назад и какие даже дошли до наших дней. Алгыс, благословение, это правильно. Ну, сохранилось так же. Да. Андагар, клятва. Главная миссия – сохранить и увеличить коллекцию библиотеки. Всего в Ленинке хранятся книги, написанные на 300 языках мира. Помимо отдела редких книг, якутские издания можно найти и в основном фондохранилище. Там в 20 шкафах находится около 11 тысяч книг. Организован он был в 1946 году как отдельный подфонд вот с таким количеством изданий. Но в нем есть и книги, которые изданы были раньше этого времени. В Ленинку поступают по 2 печатных экземпляра всех изданий, а также электронные копии этих изданий. Поэтому языковое и культурное богатство библиотеки растет с каждым годом. Сегодня это около 50 миллионов книг. Ознакомиться с их фрагментами можно также онлайн, находясь в любой точке мира. Он может это сделать из дома, зарегистрировавшись на сайте и оставив там заявку. И буквально в течение 2-3 часов он получит этот фрагмент. В среднем в прошлом году у нас было 15 тысяч обращений от физических лиц. Соответственно, 15% от этого количества – это все обращения из Якутии. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Основных событий мы продолжим на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.